Эфир телеканала «Россия» продолжает информационный выпуск региональных вестей. В студии Эва Стасюлевич. Добрый вечер. И о самых заметных событиях среды 5 ноября. О жилье, дорогах и многом другом орловчане сегодня спрашивали Мурата Зязикова. Перестройка ждет региональную систему обеспечения медикаментами. Один и тот же вид лекарств может разниться в стоимости на 40%. Так не бывает. Тепла сердца хватает даже на собак. Как братьям меньшим помогают пережить холода. Сегодня заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков в режиме видеосвязи провел прием граждан Орловской области. О чем спрашивали федерального чиновника жители областного центра и отдаленных деревень. Вопросы и ответы в репортаже Ольги Забелиной. Красивой девушке от мужчин, как и положено, красивый букет. А чтобы в квартире царили чистота и порядок, пылесос. Собственные квадратные метры Ольга Куприна смогла получить в этом году. Так как я заканчивала учебное заведение, но мне нужно было по окончанию жилье. Из-за этого я обратилась. Очередь там была, я была, по-моему, 27-я. В конце июля мне уже предоставили. Однокомнатную квартиру получила в Звегинках. Переехать, правда, не успела, проводит косметический ремонт. Сейчас живет в Доме молодежи от детской деревни СОС, рассказала Ольга представителям власти. Вопрос предоставления жилья детям-сиротам прозвучал в приемной президента и сегодня уже из Ливенского района. Сегодня очередь по Ливенскому району у нас 8 человек. Из них мы планируем все как вашему поручению. Уже 3 будут обеспечены и 5 остается у нас на 2015 год. Со следующего года процесс предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан, детям-сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям должен стать проще. Начинаем самостоятельное строительство и будем закладывать минимум 400 тысяч квадратных метров, максимум до 500 тысяч квадратных метров. Это 15, 16, 17 год. Но в 15 мы в стройку заходим. Думаю, что в 16 уже будем выдавать ключи. Это будет большой массив в городе Орле, и 2 небольших массива, это будет Мценск и Ливны. Это как раз по программе обеспечения детей и сирот согласно указу президента. Хорошо у нас в этом направлении. В Тамбовской области, Воронежской области, Брянск сейчас начала работать. Имеется в виду, вот этот год весь они хорошо отработали. Значит, Курская область, и Орловская область, это очень важно. В числе распространенных обращений сегодня газификация. К примеру, в селе Бараново Ливенского района жители 10 домов никак не могут дождаться, когда к ним поступит голубое топливо. От трубы до домов чуть больше километра. Руководитель блока инфраструктуры Николай Злобин заверил, в следующем году войдут в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» и до 1 декабря 2015 года получат газ. А в школе села Алексеевка Должанского района крайне необходима новая газовая котельная. Затраты свыше 7 миллионов рублей. Выделить решено из резервного фонда. Планируйте так, чтобы она была не вот у нас попала 1 октября 2015 года, надо 1 сентября. С начала учебного года следующего, чтобы у нас она была котельная построена. Хорошо. Мы и отопительный сезон захватываем, и учебный год. Чтобы у нас дети не пришли в школу, а там какие-то ремонтные работы. У жителей возникает немало вопросов и относительно ремонта дорог. Убедительно прошу вас оказать помощь в ремонте дороги по улице Маратов, деревня Вышняя Замарайка, 2. Длина дороги 2 километра. Просьба отсыпать дорогу щебнем. Посмотрим на своем предприятии рецинговая машина, которая не просто щебнем делает, а делает нормальное полотно дорожное. Думаю, что мы вот именно и в таком объекте мы ее применим, и убежден, что где-то в середине июля, к началу августа мы эту работу проведем. Заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков в итоге отметил, важно не только то, что проблемы орловчан решаются после обращения в приемную, но и то, что сроки исполнения подчас сокращаются. Обычно у нас находит потом до вершения чего-то там сначала говорят, там такая бравада, все сделаем, тем более там поручение президента, а потом начинаются вот эти вот, знаете, вот такие маневры. Да. А вы знаете, у нас там не сложилось, там парламент не так собрался, что-то еще. Здесь этого нет. Это и неприемлемо, потому что когда есть. Но здесь этого нет, здесь четко. Значит, есть сроки исполнения, вопрос проработан. Ольга Забелина, Сергей Дьяконов, Вести Орел. Инициатива правительства Орловской области поддержана на федеральном уровне. В закон о патентной системе налогообложения внесены изменения. Стоимость патентов для предпринимателей, работающих в районах региона, значительно снизится. Эта оптимистичная новость сегодня была озвучена на совещании в администрации области. До этого времени стоимость патента для индивидуальных предпринимателей рассчитывалась исключительно исходя из годового дохода. Территориальный аспект, то есть то, в каком населенном пункте ведется деятельность, оставался без внимания. Это привело к тому,
тому, что большая часть выданных в регионе патентов, около 500, сосредоточилась в крупных городах области – Орле, Ливнах и Мценске. Оставшиеся 86 патентов были распределены среди остальных 24 муниципальных образований. А в 10 районах патенты и вовсе не выдавали. Причем в этот депрессивный список попали даже те населенные пункты, социально-экономическая ситуация в которых достаточно благоприятна. Однако старая патентная система не позволяла там выгодно вести бизнес. Мы неоднократно обращались и в Государственную Думу, и в Министерство экономического развития с просьбой внести соответствующие изменения в действующее законодательство. И в итоге федеральным законом от 21 июля 2014 года номер 244 ФЗ данные изменения были внесены. И, соответственно, правительством Орловской области был подготовлен соответствующий законопроект, и на последней октябрьской сессии был принят областным советом законопроект сразу в 2 чтениях, который позволяет дифференцировать территорию Орловской области, вернее, позволяет дифференцировать доход, получаемый индивидуальным предпринимателем в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности. Новая патентная система дает надежду на структурные изменения в сфере предпринимательской деятельности в пользу аграрного сектора. А пока львиная доля патентов выдается бизнесменам, которые занимаются розничной торговлей, сдают в аренду недвижимость или оказывают автотранспортные услуги. Сейчас мы прервемся на рекламу, после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Магазин напольных покрытий «Управдом» на Щитной площади 7 – это огромный выбор линолеума, ламината, ковролина, паркета и сопутствующих товаров. Скидки, доставка, укладка. «Управдом». Выгодно, удобно. Щитная площадь 7. С ветерком теперь-то еду. Очень-очень быстро я. На автобусе, бесплатно, с мамой, с папой, вся семья. Безопасно и комфортно. Всех нас в Рио привезут. В соцсетях есть расписание и движение маршрут. Улучшение и восстановление потенции. С-класс клиник 440909. Я окно от Профит со специальной технологией усиленного профиля. Наши окна не деформируются со временем и сохраняют все свои качества надолго. Внимание! Сейчас по цене обычного окна с Профит. ООО «Интерьер Промысел» производит елочные украшения, принимает заказы на изготовление сувенирной продукции с логотипом вашей фирмы и приглашает посмотреть производство елочных игрушек в городе Карачеве. В культурно-досуговом центре «Металлург» пройдет выставка продажи шуб из норки и мутона от пятигорских производителей. С 4 по 9 ноября скидки до 20%. Торопитесь, количество товара ограничено. Русское радио представляет 16 ноября Конгресс-холл Дидюля с программой «Мюзик дю Сали». Билеты в кассах города и по телефону 780960. Выставка распродажа верхней одежды, кожаные куртки, дубленки, пуховики, шубы из мутона. С 6 по 9 ноября принесите старую шубу и получите скидку на новую. Ждем вас в ДК железнодорожников. 23 ноября. Конгресс-холл. Любимые песни и мелодии на все времена в неповторимом концерте «Еврейские песни о главном». С участием поэта Владимира Вишневского и писателя-сатирика Аркадия Арканова. Телефон 780960. 7, 8 и 9 ноября пройдет выставка продажа женских пальто лучших фабрик России. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Ждем вас. ДК железнодорожников. Только один день. Производитель всемирно известного оренбургского пухового платка. Ждем вас 8 ноября. Мценск, ДК, улица Мира, 35, с 10 до 16 часов. 9 ноября. Орел, ДК железнодорожников, с 10 до 16 часов. Хотите быть в центре событий нашего региона? Достоверная информация на сайте Орловского информбюро. Наш новый адрес в интернете ogtrk.ru. Мы стали ближе к вам. Оказались интересны вам, наши телезрители. Читайте нас ВКонтакте, на Facebook, в Twitter. Средства, которые поможет обойтись без лекарств. Смотрите на YouTube. В 130 странах мира, включая Россию. Будьте в теме вместе с нами.
Система лекарственного обеспечения в регионе остро нуждается в трансформации. Централизованная закупка лекарств для медицинских учреждений области вызывает вопросы. Препаратов не хватает, бюджетные деньги словно уходят в черную дыру. Выдача лекарств по рецептам льготникам происходит с перебоями. Все это угрожает не только здоровью, но подчас и жизни тысяч страдающих от серьезных болезней орловчан. Работа Департамента здравоохранения Орловской области сегодня была подвергнута жесткой критике со стороны губернатора региона Вадима Потомского. Наш корреспондент Анастасия Минасьян стала свидетелем этого. Орловчанка Ольга Викторовна уже более 10 лет страдает от диабета. Ежедневно ей приходится выпивать горсти таблеток. По закону все они положены ей бесплатно, как федеральной льготницы. Никто и не спорит, но вот только в орловских социальных аптеках по рецептам этих лекарств нет. А как выкручиваюсь? Вот говорю, когда в августе покупали 2 коробки. Так, в сентябре дали, а вот в октябре опять не дали. И сказали, до конца года, значит, средств не будет. Не будет средств, не будет жизни. Чтобы купить все необходимые лекарства, в месяц нужно 20 тысяч рублей. Скромной пенсии Ольги Викторовны даже на половину таблеток не хватит. Отсутствие препаратов уже дало о себе знать. Отказывают почки, глаза почти ничего не видят. У меня уже развилась почечная недостаточность и высокое давление. В общем, в связи с этим мне выписывают, да, у меня 2-я группа инвалидности. И в связи с этим мне выписывают средства, которые должны выписываться постоянно и бесплатно. Без лекарств остались и орловские онкологические больные. Несмотря на то, что сумма на препараты для них была выделена колоссальная, самих лекарств нет. Люди в отчаянии. Купить такие дорогие специфические медикаменты орловским семьям не под силу. Я все равно сломаю систему лекарственного обеспечения, та, которая была выставлена. Будет построена новая. У нас есть своя «Орел фармация», который централизованно будет закупать лекарства и распределять ее между медицинскими учреждениями. Потому что один и тот же вид лекарств может разниться в стоимости на 40%. Так не бывает. Так не бывает. А мы доходим до того, что выделяют достаточно серьезные деньги. У нас более 5 миллиардов идут на медицинское обслуживание на 2015 год. Мы доходим до того, что нам не хватает к концу года денег на лекарства по онкологическим заболеваниям. Это никакие ворота не идет. Жесткой критике губернатора уже не в первый раз подверглась работа Департамента здравоохранения относительно закупки лекарств для медицинских учреждений региона. Зарабатывать на здоровье и жизнях людей – высшая степень кощунства. Чаша терпения переполнена, грядут кадровые решения. Если впредь хоть одно мое поручение будет не выполнено любым департаментом, из вашего направления, там, сельского хозяйства, ЖКХ, те, кто за это ответственны, сразу уходят, так сказать, в народное хозяйство. Анастасия Минасьян, Анатолий Пикуров, Вести Орел. К другим темам. Сегодня утром в железнодорожном районе в результате ДТП пострадали молодая мать с малолетним ребенком. Авария случилась на улице 1 Курской в 9 часу. Главная особенность происшествия – под машину мать и сын попали не на проезжей части, а прямо на тротуаре. В районе дома 16 по улице 1 Курская водитель автомобиля ВАЗ-2709 не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на тротуар, где наехал на 2 пешеходов, которые в данное время госпитализированы в больницу. Как удалось выяснить инспекторам, переднеприводной автомобиль выехал на трамвайные рельсы. В момент резкого рывка вправо водитель утратил контроль над машиной. В этот момент «девятка» боковой частью задела пешеходов. Состояние пострадавших уточняется. К счастью, их жизни травмы не угрожают. Предварительный диагноз, поставленный медиками 4-летнему мальчику – черепно-мозговая травма. 2 ноября на Орловщине зафиксирован первый в этом сезоне несчастный случай на льду. В Болховском районе у населенного пункта Большая Чернь погиб местный житель. В МЧС предупреждают, до установления основательного ледостава на водоемах области осталось никак не менее месяца. Каждая попытка испытать на прочность тонкий ноябрьский лед сопряжена с риском для жизни. По ЦФО уже произошли десятки подобных несчастных случаев. Спасатели напоминают, пригодным для передвижения одиночного пешехода считается цельный лед толщиной не менее 7 сантиметров. В МЧС настоятельно рекомендуют не допускать к водоемам детей.
Около 80 миллионов рублей было потрачено в этом году на капитальный ремонт орловских многоквартирных домов по федеральной программе. Деньги на эти цели поступили сразу из нескольких бюджетов – федерального, регионального и муниципального. В итоге работы начались в 30 орловских многоэтажках в 22 районах области. Причем в 9 домах собственники воспользовались новым законом и сами выбрали подрядчика, собрав деньги на специальный счет. В копилку регионального оператора свои деньги по умолчанию положили жильцы остальных 20 домов. Однако до сих пор не все участвующие в этой программе многоэтажки отремонтированы до конца. В 4 домах возникли проблемы. Город Орел, Горького, Селищево, город Ливны, Глазуновский район и Шаблыкинский район. Глазуновский и Шаблыкинский район предоставили документы, их проверили, там все как бы нормально. Горького, улица Горького предоставили документы, есть замечания по проверке, устраняются. Думаю, что в течение вот этой недели там будут устранены. Сейчас региональным правительством готовится заявка в Федеральный фонд капитального ремонта на следующий год. Ожидается транш в 25 миллионов рублей. Чуть больше составит региональное софинансирование. Весомый вклад внесут и сами жильцы многоэтажек. С 1 декабря мы будем проводить начисления. Таким образом мы сможем обеспечить в следующем году капитальный ремонт по минимальной схеме. В случае даже если у нас будут недостаточные платежи, не менее 200 миллионов дополнительно, по максимальной схеме не менее 370 миллионов на капитальный ремонт будет выделено. Люди без определенного места жительства, а вместе с ними и бродячие животные с первыми заморозками потянулись к теплу. Многокилометровые тепловые трубы облюбовали те, у кого нет своего дома. Но если у бомжей в Орле все же есть приют в виде социального центра, куда они могут прийти и переждать холода, то у собак и кошек все намного сложнее. О маленьком домике для четвероногих, который оказался под запретом, расскажет Алина Чебан. Моя белочка золотая. Этой собаке повезло больше, чем другим. У нее, в отличие от остальных бездомных животных, есть крыша над головой. Маленький домик ей собственноручно соорудила Анна Михайловна. 80-летняя женщина заботится о белочке вот уже как 5 лет. Ошейники с номерами. Вот когда она заботится летом, мне звонит: бабушка, ваша собачка. Нашлись и те, кто помог Анне Михайловне привить дворянку и даже стерилизовать. Вот только на маленький домик перед надвигающимися зимними морозами начали покушаться. Не с рейдерским захватом, а с ревизорской проверкой. Трассу осматривали теплоэнергетики. Они и указали женщине разобрать собачью будку. Я плачу, на коленках лазию, плачу, чтобы они не разоряли. Ради бога, говорю, не разоряйте. Что ж вы, говорю, делаете, разоряете? Это как? Мы все это делаем сами, своими руками. Разве можно? А нам нужно, чтобы порядок был, и все. Этот домик представляет собой лишь накрытые дверью трубы, но если у животных все же какие-то, апартаменты есть, то у их соседей, кроме пары одеял, крыши над головой и вовсе нет. Но к женщине по имени Рая претензий у теплоэнергетиков не нашлось. Застать ее можно только ночью. Видите, что делается, говорю? Она приносит, а я туда отношу, вот. Поналожила мусор, жутко сколько, не убирает. Вот она днем где-то лазит, на ночь приходит спать сюда. У теплоэнергетиков же свои аргументы. Не раз в таких самодельных домиках происходили несчастные случаи. Да и самой 80-летней женщине находиться рядом с теплотрассой якобы опасно. Существует охранная зона, и в охранной зоне возможно строительство объектов, то есть как гаражи, как бомжатники, с которыми, конечно, наши люди борются при обходах. Если мы находим, как говорится, место, где существует такое, конечно, оно подлежит сносу. Несмотря на все доводы теплоэнергетиков, теплотрассы продолжают оставаться особо популярными среди людей и животных. И пока судьбой четвероногих бродяг в нашем городе озабочены только активисты общественных организаций, добрым рукам в предстоящую зиму будут рады абсолютно все. И животные, и люди, не имеющие крыши над головой. Алина Чебан и Сергей Дьяконов. Вести, Орел. В мэрии Орла подвели итоги социально-информационного проекта «Электронный Орловец». Выпускникам вручили сертификаты об успешном окончании проекта. Цифровые достижения на службе обществу. Это девиз социально ориентированного проекта «Электронный Орловец», который реализуется на территории региона с марта 2008 года силами Орловской региональной общественной организации соцподдержки населения «Красный мост». За 7 лет более 1900 жителей региона получили бесплатные социально-образовательные услуги. В этом году более 400
500 орловчан пожилого возраста освоили навыки работы с основными офисными программами, электронной почтой, пользования сетью интернет, в том числе сайтами госорганов, общения через социальные сети и поиском информации. Проект «Электронный Орловец», конечно, входит в одну из партийных проектов «IT-прорыв». Вы знаете, важность этого проекта в том, чтобы научить население Орловской области, особенно пожилое поколение, общаться с компьютером, ходить в социальные сети, в интернет. Ну и самое важное, конечно, не только работать с интернетом, но и получать государственные услуги. Подарок ко Дню народного единства подготовили в Орловском союзе художников России. В выставочном зале региональной организации открылась выставка «Деревня». Темы для экспозиции выбраны не случайно. Рассказать через свои работы о том, как сегодня живет Орловская глубинка, жителям города всегда актуально. Деревня – это, можно сказать, 2/3 составляющих нашего Орловского края. Но эти 2/3 земли Орловской в этом году дали 3 миллиона тонн зерна. Это с одной стороны, с экономической. А духовно, ведь, в общем-то, наша земля, она связана почти с каждым орловским жителем. На выставке представлено более 120 работ 50 авторов. Каждое из полотен посвящено селу. Пейзажи, натюрморты, портреты. Посетители экспозиции уверены, организаторы смогут найти интересную и близкую для себя тему. Хотелось бы сказать, что художники наши достойно показали свои произведения, и эта выставка сложилась в целом. Вся экспозиция удивительным образом гармонирует с тем, что предоставили сегодня на суд зрителей, таких искушенных зрителей орловских, свои произведения. Эту выставку в самом Союзе считают достойным завершением Года культуры. Окунуться в атмосферу Орловской глубинки можно до 24 ноября. ЗАО «Орел Мебель» предлагает стильную мебель для библиотек и кабинетов, вернет первоначальную красоту вашей старой кухни, изготовит качественно и недорого новые фасады. Переулок Южный, 18. Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс Клиник Орел». Улучшение и восстановление потенции. С-класс Клиник 440909. Управдом. Огромный выбор линолеума, ламината, ковролина и паркета. Скидки, кредит, доставка, укладка. Щепная площадь 7. Добрый вечер. По сообщению синоптиков, в ближайшие сутки нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В ночные часы по области от -1 до +4. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла. В Орле ночью без осадков 1-3 градуса тепла. Днем малооблачный столбик термометра покажет +5-7. Атмосферное давление чуть выше нормы в течение дня существенно меняться не будет. Генеральный спонсор прогноза погоды ЗАО «Орел Мебель». «Орел Мебель» – наша мебель для вас. И к этому часу все. Далее федеральные вести.